Школьники обсуждают актуальные профессии. В рамках внеурочного курса «Россия. Мои горизонты» в 19-й школе обсудили будущие возможности и желания трудоустройства. Какие направления занятости актуальны у молодежи? Далее в сюжете. Врач, журналист, строитель, юрист. Список существующих профессий можно продолжать долго. Проблема выбора профессии стоит перед каждым, кто оканчивает школу. Ведь этот шаг может определить всю дальнейшую жизнь человека, говорит своим ученикам Фариза Бачалова. Профориентационный курс «Россия. Мои горизонты» направлен на формирование у школьников готовности к самоопределению, ознакомление их с рынком труда. Как вы думаете, да, с чем я хочу связать свою судьбу, да, что мне ближе? Допустим, некоторые дети, они могут очень хорошо высказывать свое мнение, да, это может быть журналистика, да, или же человек может быть поэтом, писателем и так далее. Но те дети, которые могут, скажем так, не очень хорошо получается у них разговаривать, да, те выбирают более такие тихие, спокойные профессии. Во время такого внеурочного занятия учитель создает доверительную атмосферу коммуникации с обучающимися. Все для того, чтобы максимально помочь ребятам в выборе профессии. Чтобы узнать себя получше, стоит задавать себе вопросы и честно отвечать на них. Такая практика поможет выбрать подходящее дело, советует Фариза Бачалова. К ее рекомендациям старшеклассники уже прислушались, с будущей деятельностью определились. Я для себя выбрала профессию программный разработчик. Я уже думала над тем, чтобы выбрать эту профессию, но в ходе обучения я окончательно решилась. Мне очень нравится эта профессия. Программный разработчик – это специалист, который преобразует идеи в цифровые продукты, создает сайты, программы, приложения. Вот. И так как он подходил под все мои критерии, и у него много преимуществ, я выбрала эту профессию. Была, так сказать, немыслимая любовь к математике. Я всегда горела этим предметом, поэтому у меня с детства сложилась вот такая установка: я стану математиком. И в рамках этого предмета вы как-то изучали профессии, связанные с математикой? Да, то есть в сфере преподавания мы разговаривали об этой профессии, и мне очень понравился данный урок. Успешная профориентация школьников – результат взаимодействия разных сторон вопроса, поэтому так важно говорить о ней не только с обучающимися, но и с их родителями, отмечают преподаватели. Цель собрания – дать им полноценную информацию, чем и для чего занимаются их дети в рамках этого курса. Выбирать высшее образование вместе с ребенком, а не вместо него – главный совет, который дает Хава Асканова. В рамках занятия она рассказывает и о современных профессиях, например, СММ. Еще нету вузов, которые обучают этих специалистов. Например, СММщики, да, вы слышали такую? Это уже профессия считается. То есть открывают всякие курсы, где обучают, да, СММщиков. Человек посредством этой профессии может зарабатывать хорошие деньги, там, помогать блогеру развивать свой канал, да. Это более молодежная, можно так сказать, профессия. Курс «Россия. Мои горизонты» инициирован Министерством просвещения. Профессиональный минимум реализуется в школах с начала этого учебного года. В неделю проводится один урок по выбору будущей профессии для учеников с 6 по 11 классы. По этой программе для каждого класса организуют отдельные мероприятия с учетом их возраста и интересов. Следующий уровень профессиональной ориентации – это уже связано с проектом «Билет в будущее». Заключается оно в том, что школьники дополнительно проходят тестирование. И сейчас с сентября этого года более 120 педагогов подключены к этой программе. И они должны на этот год мы должны подключить где-то более 6 тысяч детей для того, чтобы они прошли профессиональные тестирования с получением рекомендаций и посетили всевозможные выставки, экскурсии на предприятиях партнеров и посетили специальные мастер-классы, профессиональные пробы. Профориентационный марафон «Россия. Мои горизонты» охватывает всю страну, полезен как школьникам, так и их родителям. Мероприятие подчеркивает значимость разговоров о профессиональной ориентации и выборе своего будущего. Это увлекательный разговор о рынке труда, о том, насколько выгодно и интересно работать в той или иной отрасли, приносить пользу людям и стране. Амина Зязикова, Мовлад Гиря Хельгов, Магаз 24.